Аттестация и открытый конкурс на формирование резерва кадров для назначения на должность акимов и их заместителей проводятся на основании новой госкадровой политики. Данного указа мы подготовили проект постановления о проведении аттестации глав местных государственных администраций, их заместителей, а также о проведении конкурса по формированию резерва кадров для назначения на эти должности. Аттестация начинается буквально с завтрашнего дня. Мы поедем, аттестационная комиссия поедет по всем областям, будет проводить аттестацию на местах. Аттестация пройдет с марта по апрель 2021 года в 3 этапа. На каждого аттестуемого будет собрана характеристика с подписью губернатора. Второй этап – тестирование на знание законодательства, личностных качеств и собеседования. Она будет проводиться в 3 этапах. Первый. Губернаторы областей представляют на рассмотрение аттестационной комиссии характеристику на аттестуемых, в которых отражается их трудовая деятельность, их личные качества. Кроме этого, мы запросили информацию от соответствующих силовых органов, органов внутренних дел, органов национальной безопасности. Нет ли случаев нарушения законности со стороны руководителей районов. Между тем, бывший член аттестационной комиссии Малабек Тохтоболотов отметил, что если ранее акима района назначали по принципу родства или знакомства с представителями из высших эшелонов власти, то теперь впервые будет проводиться открытый конкурс практически для всех граждан. Я думаю, это правильно, потому что некоторые главы районов, не имея управленческого опыта, сидят на таких руководящих должностях. Во-вторых, нет соответствующего образования. Исходя из этого, можно сказать, что никакой отдачи от таких кадров не будет, даже наоборот. Лично я поддерживаю такую инициативу. Бывший глава госкадровой службы уверен, отбор кадров должен осуществляться, чтобы улучшить эффективность работы. На сегодняшний день у акимов ограничены бюджет и полномочия для решения каких-то проблем в районе. Нужно поднимать их роль. Нам нужно определиться с расширением полномочий глав районов и их роли, направленной на создание условий для кардинального улучшения системы и практики подбора кадров на государственные и муниципальные должности. Я думаю, данный шаг станет одним из инструментов формирования сильного резерва кадров страны. Стоит отметить, в Кыргызстане насчитывается 7 областей. В 40 районах председательствуют акимы. Согласно изменениям в Конституции от 2016 года, их назначение и увольнение находится в ведении главы правительства. Деятельность глав районов оценивается по финансовым показателям вверенной территории, привлеченным инвестициям и предотвращению преступности. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, МЮ ТВ.